В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. В России начнут отслеживать некоторые виды товаров, ввозимых из-за границы. Первый этап запланирован на 2019 год. Его главная цель – выявлять неуплату импортных пошлин и налогов. А для этого необходимо отслеживать ввоз товаров и их передвижение по территории России, вплоть до доставки в торговые сети. В первую очередь налоговики собираются выявлять разрывы в НДС. Это ситуации, когда компания отражает в отчетности фиктивно приобретенный товар, чтобы получить вычет за входящий в его цену налог. По действующим правилам подобный контроль уже применяется к шубам и лекарствам. На очереди обувь и древесина. Эта инициатива будет распространяться также на холодильники, стиральные машины, мониторы, детские коляски, металлическую мебель и тяжелую технику. Планируется, что к 2024 году система отслеживания и маркировки затронет все виды импортируемых товаров. Президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Деловая Россия», поддержал идею освободить молодые семьи от уплаты налогов при продаже квартиры, но при условии, если речь идет о единственном жилье. Это поможет решить проблему налоговых ограничений, с которой сталкиваются молодые собственники жилья при попытках улучшить свои жилищные условия. Напомню, что сейчас при продаже квартиры, которая находится в собственности менее 5 лет, нужно оплатить налог в размере 13%. Россельхознадзор отмечает существенное снижение качества молочной продукции в России, произошедшее за последние 5 лет, в том числе из-за роста доли фальсификата. Такое заявление сделал руководитель ведомства Сергей Данквирт. По его мнению, данные об объемах фальсифицированной продукции на российском рынке занижают, а контроль за оборотом таких продуктов является недостаточным. Наиболее болезненной является сложившаяся ситуация с поступлением недоброкачественной продукции в социальные учреждения, а также недостаточные меры ответственности производителей за фальсификацию молочных продуктов. Как отметил глава Россельхознадзора, в корне поменять ситуацию сможет только введение готовой молочной продукции в систему прослеживаемости «Меркурий». До 5 миллионов рублей смогут получить предприниматели, занятые в туризме, на приобретение оборудования. Как отметила министр предпринимательства Республики Ирина Высоких, можно воспользоваться займом для строительства или реконструкции туристических объектов и приобретения оборудования и мягкого инвентаря. Процент по займу составит 8%. Также Фонд развития предпринимательства региона вводит займы для ювелиров. Они смогут получить также до 5 миллионов рублей для приобретения производственного оборудования и пополнения оборотных средств. Впервые в деятельности фонда в качестве обеспечения по займу принимаются не только залог недвижимости и других активов, но и сами товары, ювелирные изделия, находящиеся в торговом обороте, подчеркнула Ирина Высоких. Алроса, крупнейшая в мире компания по добыче алмазов, провела в Израиле первый в этом году международный аукцион по продаже алмазов специальных размеров, более 10,8 карата. Было реализовано 92 крупных алмаза общей массой 1570 карат. Суммарная выручка составила 9,5 миллионов долларов. До конца года планируется провести еще 5 аукционов. Напомню, в прошлом году Алроса провела в Израиле 6 аукционов по продаже алмазов специальных размеров. Суммарная выручка по итогам года достигла почти 90 миллионов долларов. Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что считает самолет «Байкал» перспективным для развития малой авиации Дальнего Востока, в том числе для Якутии, где в основном гравийные аэродромы. По его мнению, внедрение «Байкала» в регионы Дальневосточного федерального округа может улучшить транспортную доступность, а единая закупка однотипных самолетов для малой авиации даст возможность централизованного обучения персонала и обслуживания. В этом отношении самолет «Байкал» – красивая история. Я хотел бы поддержать этот проект. Нам на Дальнем Востоке как раз нужны перевозки на такие расстояния. А он летает на 1400 километров. Мы пообщаемся с губернаторами и точно сделаем заказ на этот самолет для регионов Дальнего Востока. Можно попросить губернаторов сделать заявки, а можно им помочь деньгами. Я думаю, деньги на закупку самолетов мы найдем, подчеркнул Юрий Трутнев. На этом пока все новости. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.